солнечные панели в домохозяйствах. Вот по этим направлениям были разработаны проекты, и мы заявили, значит, на получение грантовой помощи на 6 миллиардов 700 миллионов долларов. Обычно, когда такие заявки подаются, вот путь в зеленый климатический фонд, там составляет рассмотрение проекта, составляет 3 года. Мы постараемся решить это короче. Я могу сказать, что нам, значит, одобрили пакет проектов. Сегодня я уже могу твердо вам сказать, что с первого квартала 2023 года у нас стартует проект по, значит, внедрению нанотехнологий, это наноприсадки. Мы в 500 многоэтажных домах города Бишкек будем эти наноприсадки устанавливать для того, чтобы уменьшить теплопотери. Там теплопотери будут уменьшаться на 40%. Эта технология уже опробирована в ряде городов России. Разработка, она израильская. И мы практически уже составили меморандум с ними. Подобрали эти 500 домов в рабочем городке. Сейчас выбор идет. Или в Тунгуче это будем делать. И когда мы получим первые результаты, мы потом будем масштабировать этот проект уже на весь город, на город. И это поможет нам снизить расход топлива до 40%. Это первая мера. Вторая мера, тоже в первом квартале 2023 года мы, значит, получили одобрение на проект 20 миллионов долларов по, значит, внедрению зеленых маршрутов, зеленых линий, зеленых квадратов. То есть по типу Лондона, где, вот, например, в зеленом квадрате запрещено вообще движение транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Там ездят только такси на электропитании и вот эти автобусы тоже на электропитании. Мы как пилотный проект сейчас будем заводить 200 такси и 100 микробусиков.